Добрый день, уважаемые любители спорта. Мы рады приветствовать вас на финальных матчах по хоккею с шайбой первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». И сегодня у нас матч за бронзу. За бронзовую медаль встречаются сборная Республики Казахстан и сборная Дальневосточного федерального округа. И этот матч для вас будут комментировать Алексей Соколов и Николай Дончак. Добрый день, добрый день, добрый день. Сейчас мы видим, как команды, в общем-то, приезжают в дворец. Погожее субботнее утро, на градуснике 12. Показатель 12 градусов со знаком минус. А это значит, что в отличный день можно не только провести на природе где-нибудь хорошо, но и приехать на хоккей. Что и сделали многие болельщики. Сегодня снова на трибунах нет свободных мест. Матчи плей-оффа пользуются особой популярностью среди зрителей. Да, видим раздевалки, видим, как заходит Дальневосточный федеральный округ. Ну, я думаю, наверное, стоит рассказать о командах. Республика Казахстан – это основа детского клуба «Барыс». Ну, а Дальневосточный федеральный округ построен на основе хоккейного клуба «Амур». Командам не доводилось еще встречаться на групповых этапах. Казахи играли в группе Б, Дальний Восток в группе А, поэтому друг друга они не знают. Но если говорить по показателям, то Дальний Восток на групповых этапах реализовал 80 шайб, пропустил 10. У казахов этот показатель 52 шайбы забили они, 5 забили им. Прозвучали гимны, и самое время познакомиться с играющими составами команд. Команда Дальневосточного федерального округа сегодня в черных джерси. Традиционно на их груди изображен тигр, знак хоккейного клуба «Амур». Ворота играет под номером 8 Горохов Никита. Его коллега по цеху пшенично филе под 25 номером. Представляем защитников. Елисеев Никита номер 5. Ларионов Алексей номер 3. Житихин Максим номер 51. Артемий Шарыгин номер 55. Сергей Рыжиков номер 67. Муханов Никита номер 7. Арсений Мельников 91. Кирилл Волков 18. Нападающие Киселев Эмиль номер 9. Георгий Пронин номер 10. Кирилл Волков номер 18. Илья Ядрышников номер 24. Данила Долгих номер 69. Александр Богатырев номер 88. Максим Сапежников номер 98. Лиджисок 99. Круглов Андрей номер 40. Чечель Андрей номер 15. Главный тренер команды Исаков Сергей. И вот команды с первым бросанием начинают матч за третье место, за бронзу первых азиатских игр. У казахов на льду первое звено Ильи Шапорова, а дальневосточники начинают эту встречу с вторым звеном Георгия Проня. Пронь, пожалуй, один из самых ярких игроков дальневосточников. Фамилию можно было не только часто разглядеть на его майке на льду, но и слышать от представителей разных команд. Не будем только заранее хвалить, будем так не сказать. Ну да, опять же, по ходу тех полуфиналов, которые мы наблюдали накануне, в каждой из команд есть явные лидеры, явные фавориты, которые так или иначе тащат свою сборную. Отличный проход. Мог первый бросок сейчас получиться, прицельный, но не получилось. В атаке Дальний Восток надежен Игорь Доронин, голкипер Республики Казахстан. Что касается состава казахской команды, по нему мы еще пробежимся по ходу матча. Скажу лишь одно, что он претерпел, вернее, изменения. Поменялись пары защитников, поиграли с ними наставники команд. Что касается троек нападения, они остались неизменными, но и место в воротах занял
Игорь Доронин. Иначе, конечно, у Дальнего Востока заявка полуфинала ничем не отличается от заявки финальной. Да, именно как вчера доигрывала команда с Никитой Гороховым в воротах. Дали ему возможность продолжить этот чемпионат. Борьба у борта. Возможность дальневосточников создать атаку. Шарыгин бежал с шайбой, автора единственного матча во вчерашнем втором полуфинальном матче. Кто наблюдал за этой встречей, помнит, как этот защитник убежал 1-0 в меньшинстве и смог выиграть вратаря. Ядрышников. По борту запускает он шайбу на партнера. Ошибаются при выходе из зоны. И бросок. И вот Свинтальский с пятака пробовал поразить ворота Горохова. Никита был на месте. Опять отбрасывается на полборта. И есть возможность. Нет, как же теряет шайбу на таком. Казалось бы, все. Можно начинать свою атаку, но... Да, много времени пришлось потратить дальневосточникам, чтобы покинуть свою зону. Но, тем не менее, шайба вновь у казахов, и они раскатываются, начинают свою новую атаку. Что касается времени матча, посмотрел сейчас, сколько времени в Астане. 4 часа ночи. Интересно, смотрит ли кто-нибудь из родителей, друзей, родственников эту трансляцию? Наверняка смотрит. Дальневосточникам наблюдать за своей командой гораздо проще. У них 9 часов утра. Ну и команда Казахстана шайбой. Попытка войти в зону не особо удачная. И ответная атака игроков дальневосточной команды. Заходит справа. Обходит ворота. Ищет партнеров. А вот и возможность убежать. Но тут вратарь будет накрывать. Хорошо, что не стал ничего придумывать. И вбрасывание в зоне дальневосточной команды. Да, пока у нас пауза, я, наверное, представлю судейскую бригаду. Возглавляет ее Дмитрий Беляев, лайцмены Александр Скворцов, Лев Кузьменко и Дмитрий Осипов. Резервный судья. Раньше попробовал бы, если бы отдать эту передачу, могло получиться очень опасно, но решил сыграть доверного. Шайба за воротами. И перевод отлично. на пятак и бросок. Да. Отлично действуют у нас братья. Казахские братья Седины, можно сказать. Братья Бикеевы. Понимают друг друга с полуслова и отдают незрячие мы пасы. видим похожую ситуацию. Проброс на пятачок. Вот еще один выход. Можно было выводить свою команду в лидеры. Но тут ничего не придумал лучше, как бросить с острого угла. Но там Горохов, конечно, своей огромной амуницией закрыл возможности. Много моментов создают хоккеисты из Казахстана. Проблемы пока с реализацией, но это начало матча. Будем смотреть, как дальше они себя поведут. Пока в роли обороняющихся приходилось быть команде из Дальнего Востока, но посмотрим, как дальше будут развиваться события. И снова шайба в их зоне. Не удается дальневосточникам ей завладеть, и только сейчас она выходит из зоны, но проброс фиксирует судьи, и снова игра вернется к владениям Горохова.
стоит обратить внимание на довольно-таки удивительную тишину и спокойствие на тренерских скамейках. Видимо, тренеры пока не готовы дать оценку своим подопечным. Всего 5,5 минут прошло. Отличный бросок, правда, выше ворот. И Ермаков наносил. Через левый край заходит команда из Казахстана. И получится ли закрепиться в зоне. Да, оказывает давление на полборта. И снова Ермак шайбой. Да, надежен вратарь. Ворота Сдвинуты ворота, игра остановлена. Хорошие моменты создают казахские ребята. На самом деле, если сравнить со вчерашним матчем, когда они играли с Сибирью, были определенные трудности со входом в зону. Не знаю, видимо, за сутки, за ночь какую-то работу провели, и сегодня это у них получается довольно-таки успешно. Ну и игра от лицевого борта и выброс шайбы из-за ворот приносит свои определенные результаты. Да, видели на повторе, как с мясом казахи буквально пытались занести шайбу у ворота, но они были сдвинуты, и игра продолжается. Круглов. Бикеев. Да, не совсем верно зашел в зону. Поэтому все это дело прекрасно видел. Выбрасывание в средней зоне. И Бикеев против Волкова, против Пронина в точке вбрасывания. Пронин выигрывает дуэль. Пытались сейчас как-то комбинационно выйти коваровчане из своей зоны, но у них это не вышло, и заново игра продолжается у ворот Горохова. Опять мы видим выброс шайбы из-за ворот на пятак. Мы стали читать уже защитники. Аспалов шайбой. Активно сейчас действует Аспалов в этой смене. Бикеев. Передача на брата, но не получилось. И снова проброс. И снова Игорь Доронин. Голкипер команды из Казахстана стоит без дела. Главное, чтобы он не замерз. Звено Григория Пронина уже порядка минуты находится на льду. Тяжело. Лисеев попытается от шайбы избавиться. Вынуждены обороняться. И вот он, выход от Киселева в 1 в 1, пытался бросить. Сменились защитники дальневосточников. Ненадолго задерживается шайба в зоне Казахстана, и можно организовать свою атаку. И на высоте играет Горохов. Вот. Дважды спасает свою команду. Да. Не просто приходится дальневосточникам, нужно что-то в игре это менять. Да, территориальное преимущество явно на стороне казахов. Шапров шайбой будет бросать. И вот. Могло очень опасно получиться. Капитан подключился к атаке. 0-2. Снова Ермак. Да.
Еще раз хочется отметить Горохова. Вот начинается уже подзаводиться и тренеры команд. Слышны их голоса. Лиджесак пытался взять игру на себя, пройти, однако защитники Казахстана его остановили в своей зоне. Волков попал под силовой, немножко закрутил его, потерял шайбу из виду. И попытка дальневосточников организовать эту атаку. Пронь. Будет бросать игрок. Нет, стал обводить, выкатывается из-за ворот. Но тут не получается бросить с дальней дистанции. Выигрывает борьбу у борта дальневосточники. Даже попытка провести бросок, который блокирует защитник Казахстана. И борьба в центре поля, в центре площадки. От Волкова не пускает снова. Закрывает ему проход в зону. И шайба у ребят из Казахстана. Нет нарушения правил. Да, можно продолжить игру. Вот хорошее отличное подставление. Вот бросок, подставление, гол. Ну, такая шальная, я бы сказал, шайба получилась, потому что траекторию, мне кажется, на дважды поменял. Я не думаю, что автор гола так считает. Он целенаправленно подставлял клюшку. Вот он, один из братьев Бикеевых, Бикеев Айдулат. Принимает он поздравления от партнеров. И счет 1-0. Да, казахи забивают важную для себя шайбу. С учетом того, что они плотно в течение первых 10 минут проводили атакующий хоккей, но никак не могли реализовать. Сейчас, я думаю, им станет полегче. Да, качество, то есть количество переросло в качество. Как оно будет дальше, мы увидим вместе с вами. Ну а тем временем казахи Санова пытается создать атаку, но шайба убегает оппонентам. Но не покидают зону их. Можно играть, показывают судьи. Шайба игроки Хабаровска. Прессингует Казахстан. Это у них успешно получается. Шайбу отобрали в нападении. Да, не боятся играть и втроем, навязывать давление. Чувствовать силу. Ермак бросал сейчас отлично. Сыграет снова Горохов. 9 из 10 бросков, нанесенных поворотом, были после выброса шайбы из-за ворот на пятак. Но, однако, гол был забит с броском синей линии подставления. Да. Показали повторно первые заброшенные шайбы. Тяжело, конечно, было Никите Горохову на нее среагировать. Так и было подставление, закрывали его. Поэтому шайба и оказалась за его спиной. Дальневосточники. Киселев сейчас убегает в отрыв. Пронему будет помогать, ассистировать. Что же придумал Киселев? Ну, ничего не придумал, как шайбу потерять, к сожалению. И снова на перегонки. Пронь как это работал. Из атаки сразу прибежал в защиту. Опять снова неудачный выход из зоны, и нужно уже обороняться. Бикеев шайбой. Аспалов. Аспалов. Довольно-таки заметное второе звено казахской команды. Блокирует бросок.
Да, потерял защитник своего, то есть нападающий своего игрока, и пришлось ему уже под шайбу эту ложиться. Максим Сапежников принял удар на себя. Смену проводит казахская команда. Рыжиков. Неточная передача. Богатырев не смог завладеть шайбой, и приходится уже защищаться. Лонгин. Попытался самостоятельно выбиться из-за ворот. Да, не нашел партнеров на пятачке, поэтому нужно было бросать. Получается закружить в своей зоне ребятам из Казахстана. Закружить дальневосточников. Это некий сумбур в оборонительных действиях мы видим. Да, такое ощущение, что давайте посмотрим контратаку. Бросок выше ворот. Такое ощущение складывается, что Казахстан играет в численном большинстве, хотя команды в равных составах. Да, еще ни разу не открывали скамейку штрафников. Если ничего, конечно, не пропустил в этом матче. И вот, отличный контрвыпад. Не дает пройти, навязал борьбу. Шарыгин шайбой. Очень техничный защитник. Да, пытается сразу его там. Увидим небольшую потасовку. Да, эмоции, конечно, у ребят зашкаливают. Они все прекрасно понимают, что на кону бронзовые медали первых международных спортивных игр Дети Азии. Тот, кто возьмет медаль, несомненно, войдет в историю этого крупного спортивного проекта, который сейчас проводится также и в зимнем формате. Какой хороший проход. Шайба не доходит до партнера. Снова Шарыгин. Передача. Центр площадки. Уже пронятым. Чечель все-таки отобрал шайбу. Нет, не получается, не удается ему отобрать шайбу. Да, надо покидать зону. Первое звено дальневосточников на льду. Но не полностью поменялся. Вот Круглов, центр-форвард, успел выйти на лед. Партнеры его требуют перемен. Нужно ребятам отдохнуть и с новыми силами продолжить эту игру. Ну, если так посмотреть на состав сборной Казахстана, то мы видим, что Бекеев Айдулат довольно-таки много времени проводит на льду, и сейчас он на льду. Тренерский штаб явно делает ставку на своих фаворитов. Будет ли от этого польза, поскольку наблюдаем только первый период бросок. Круглов навязывал сейчас давление защитников. Вот ничем не увенчалось. Рыжиков шайбой будет разгонять сам атаку. Входит в центральную зону и бросает шайбу по борту. Пусть партнеры сами догадаются, как ее отобрать. И у них это получается. Да, будет удаление, поднята рука арбитра.
подножка. Увидим мы первое большинство в этом матче. В неполном составе предстоит играть команде из Казахстана. Да, 2 минуты на скамейке проведет Матвей Старчай за подножку. Ну что, есть возможность у дальневосточников сравнять счет. Мы помним, что по ходу всех матчей разница в численных составах приносила, ну, как правило, хорошие результаты. Реализация здесь довольно-таки на высоком уровне. Ищет попытку обострить. Но ничего не придумал, как только бросить. И контрвыпад. Что же будет делать? Гол. Но. Да, посмотрите, как радуется. Но и заслуженно Шапоров принимает сейчас поздравления. Именно так вчера забили хабаровчане. А сейчас им придется вынимать шайбу, играя в большинстве. Да, игра в большинстве не принесла пока результата дальневосточникам. Потери концентрации, как результат контратака. Ларионов отбрасывается на партнера. Шайбы хабаровчане. И снова им предстоит обороняться. Волков. Уходит Волков от силового приема. И будет последовательный бросок из-под синей линии. Да. Ларионов. 40 секунд до выхода пятого полевого игрока. Удается Шарыгину шайбу эту в зоне оставить. И перевод на синюю линию. Снова бросок. Бросок. Ну и будет, конечно, выброс шайбы из зоны. Вот начинает что-то придумывать, и приходится-то шайбу уже отбирать. Могли просто начать атаку. Не идет на смену, сразу включается в игру, а теперь убежал на смену. 10 секунд остается командам играть в первом периоде, и шайбой ребят из Казахстана это возможность последняя, наверное, сделать бросок в этом матче, и нет. Снова опасно было на пятаке, но... Да, гола в раздевалку мы не увидели. Ну что ж, сейчас ребятам предстоит уйти на свои 15 законные минут отдыха. Ну и отдохнем и мы. Небольшой перерыв. Смотрите пока самые яркие моменты первого периода, в том числе и с камеры, которая на шлеме у судьи.
матча за третье место первых международных игр «Дети Азии». Казахстан лидирует со счетом 2-0. Но что же может предпринять дальневосточники, мы узнаем в ближайшие 20 минут. Да, предстоит сделать им много работы. По первому периоду было очевидно преимущество казахской команды. Казахстан атакует, и последует бросок. Ну да, ворот он. До ворот шайба не дошла, и ответная атака. Пришло время, наверное, познакомиться с командой из Казахстана. Первый период был довольно-таки упорный и без пауз. Вот. В воротах. Ворота казахской команды играет Игорь Доронин под номером 20. Его сменщик Дармен Габдулин под номером 1. Он провел вчера 60 минут игры первого полуфинала. Защитники команды: Матвей Старчай, номер 3. Зизевский Владислав, номер 5. Поленов Марк, номер 10. Никита Селезнев, номер 13. Дмитрий Бреус, номер 15. Сарсен Измахамбетов, номер 19. Артем Авдиенко, номер 25. Айткалиев Алим, номер 21. Нападающие: Китаров Тамерлан, номер 3. Свинтальский Даниил, номер 4. Фокин Александр, номер 7. И опаснейший момент был у ворот Казахстана. Буквально крутила шайба на пятаке. И продолжают атаковать хабаровчане. Но мы продолжаем знакомить вас с игроками нападения казахской команды. Логвин Всеволод, номер 12. 11 номер Илья Шапоров. Аспалов Руслан, номер 14. Бикеев Жанбалат, номер 16. Бикеев Аудулет, номер 17. Ермак Роман, номер 18. Тюлинов Кирилл, номер 23. Капитан команды Ермак Роман, которого мы представили ранее. Тем временем у нас ошибка при входе в зону. Ну что, мы наблюдали, как осадили дальневосточники в нападении Казахстан. Уже попытки, главное, есть. Сейчас стоит вопрос только реализации. Да, не смог зафиксировать Игорь Доронин эту шайбу. И видели, как на повторе, как было опасно у его ворот. Хороший отскок от борта. Запускают игроки Казахстана шайбу по борту, и не удается дальневосточникам ее закрыть в зоне. И попытался сейчас один в один обыграть соперника под ключ. Шайбу пропустить, но неудачно. Не будет остановки игры. Приходится игрокам дальневосточника просто пластаться. Снова опасный отскок был у ворот Горохова. Но... Да, скакала шайба. Все по воробьям пока летит, но, правда, подставляет он броски клюшки и переводит эти броски выше. Не успели защитники вкатиться в зону, и игрокам Хабаровска еще приходилось втроем против пятерых действовать. Да, не надо забывать, что сейчас дальняя скамейка у той и другой команды. Поэтому ловить на смене какой хороший силовой прием. Судьи не зафиксировали нарушение правил. Однако спортсмен не может встать со льда, и игра остановлена. Недовольны, конечно, хабаровчане. Да, настаивают на том, что был удар в голову. Как мы помним, он карается командным штрафом. Да, держится за шею капитан команды дальневосточников Сергей Рыжиков. Но самостоятельно покидает площадку, и буду надеяться, что через несколько мгновений будет готов продолжить этот матч. Ну а тем временем скамейка штрафников казахской команды открыта, и туда направляется 10-й номер. Это Поленов Марк.
Какие-то проблемы возникли у Никиты Горохова с инвентарем. Он вынужден откатиться на скамейку запасных. Тренерский штаб помогает привести форму в порядок. И возникла пауза, пока арбитр выясняет отношения с тренерским штабом Республики Казахстан. На ваших экранах удаленный игрок Казахстана Полинов. Ну и небольшая пауза в игре. Да, скорее всего, это будет помимо скамеечного штрафа еще и штраф дисциплинарный. Поехал второй игрок казахской сборной на скамейку. Ну а сколько? За удар в область головы и шеи Маты плюс дисциплинарный штраф наказан. Мат Полинов, номер 10, команда Казахстан. Да, скорее всего, судить 12 минут придется Мату Полинову. Но в меньшинстве команда Казахстана будет играть 2 минуты. Но или меньше. По мнению судей, сейчас шайба покинула, пересекла синюю линию. Однако с этим не согласны на скамейке у дальневосточников. Тем не менее, выброс судьи вынесен. Но пока не удается дальневосточникам зайти в зону соперника. И очередная попытка, скорее всего, проваливается. Да, это будет вбрасывание. Проброс фиксирует судьи. Вбрасывание будет в зоне Горохова. Да, теряют дальневосточники драгоценное время на своих же таких мелких помарках. Ну и вынуждены будут сейчас обороняться. Одну шайбу при игре в большинстве дальневосточники уже пропустили. Надеюсь, они выводы из этого сделали. Расслабляться даже при игре в пятером против четверых нельзя. Так, катают вчетвером казахи в нападении шайбу. Навязывают и борьбу. Тем самым убивают драгоценное время. Тем временем минута, чуть больше минуты еще до выхода пятого полевого. Да, не может. Да, серьезных каких-то вещей у ворот казахов мы пока не наблюдали. Может, сейчас уже что-то получится. Долго выходило звено Круглова из-под давления, и все-таки удается им зайти в зону соперника. Смогут ли они там расположиться, узнаем прямо сейчас. Нет. Перевод под синюю линию, и неуспешно Богатырев пытался за шайбу зацепиться. Не будет проброса. Круглов первый на шайбе. Там борьба с Георгием Пронь. Пронь, это не Круглов. Есть партнеры на синей линии, может делать перевод. Обратно за ворота. И не последует бросок. Да, как-то мимо шайбы. Не удалось закрыть синюю линию. Откатываются назад. И придется начинать все сначала. Да. Как-то на полшага впереди кажется, что всегда игроки казахской сборной. Все подборы остаются за ними. И вот он бросок. Бросок поворотом дороги. Да, бросать надо. Хороший получился момент. Не успевает вратарь переместиться. Снова шайбы хабаровчане. Ну, видно, что после перерыва поменяли рисунок игры дальневосточные игроки. Уже больше атак, уже больше бросков по воротам и выкатываются уже из глубины в атаку. Да, казалось, что в первом периоде они как-то боятся играть, что ли. И снова шайба ходит за их воротами. Слышно, как
детские голоса поддерживает игроков из Казахстана. Отлично разобрал с соперниками. Сейчас сам вошел в зону. И что же будет делать игрок Хабаровчан? Вперед на пятак, но никого там не было. Шайба не дошла до партнеров. Киселев. Теперь сами вынуждены дальневосточники обороняться. Шайба прижата к борту. Там 4 человека сразу пытаются откопать. Снова Шарыгин, защитник, который не обладает высокой скоростью и может создать неприятности для соперника, но не в этот раз. Ошибаются. Неточный пас. Борьба у борта. Победитель, из которой выходит игрок Казахстана, но давление, из-под давления не удается им все равно вылезти. И вот сейчас из-за ворот пытался завести шайбу в ворота. И последует остановка игры. Да, мы видим потасовка за воротами. Вмешиваются судьи. Активно действовало звено Бикеева сейчас. Звено капитана команды. Рыкугов выигрывает вбрасывание. Тем не менее, шайба остается у Казахстана. Бросается под бросок. Через нападающий. И снова Горохову приходится спасать свою команду от третьей заброшенной шайбы. Успевает он накрыть снаряд ловушкой. И остановка в игре. Параллельно, через несколько минут, параллельно с нашим матчем, начнутся соревнования по горнолыжному спорту и биатлону. В рамках биатлонной гонки состоится эстафета дружбы, которая будет принимать команды, вернее, будет формироваться из представителей разных сборных. Чья дружба будет сильнее, мы узнаем вечером. Снова Пронь шайбой. Не удается ему и овладеть полностью. Но дальневосточники продолжают. Хотел только сказать, что продолжает контролировать шайбу и снова они ее теряют. Не задерживается долго шайба у дальневосточников. И вот и сейчас. Сейчас им не удается навязать борьбу. Ермак. Да, сегодня меньше замечен Роман Ермак. Если накануне он отличился дублем и забил нужные первые 2 шайбы. Хотя и сегодня у него голевая передача на его счету. Да, не могут команды закрепиться в зоне атаки и довести до броска свои выходы. И вот очередной выход команды Казахстана. Перевод на дальнюю штангу. Там не было возможности его замкнуть. Шарыгин. Нет, извиняюсь, это Чечель. Чечель Андрей.
Два похожих по габаритам игрока. Ну вот уже 12 минут второго периода отыграны, а шайб мы с вами еще не увидели во втором периоде. Пока засуха. Ну да, это, наверное, скорее тренерская установка во время перерыва о том, что о надежной игре в обороне, с чем пока, собственно, та и другая команда справляются. Свинтальский будет сам бросать и в ловушку, прям в ловушку продает. Да, надежен Никита Горохов. Отличный повтор. Вдвоем встретили Авдеенко, игроки дальневосточной команды. Снова Свинтальский. Блокирует 88-й номер этот бросок. Александр Богатырев. Проброс. Возвращается в зону Дальневосточного федерального округа. Что касается дальневосточной команды, то на групповом этапе им удалось забросить 80 шайб и 10 они пропустили. Но если прибавлять шайбы раунда плей-офф, так сказать, полуфинальных игр, то еще 7 пропущенных и 1 заброшенная шайба. Пока она единственная, которую пропустили представители Урала, дальневосточникам. Я думаю, благодаря во многом этому показателю сегодня Урал будет играть за первое место. Да, интересно нас ожидает финал. Снова потасовка. Не дают просто разойтись некоторые игроки друг к другу. Нужно потолкаться. Да, уже на протяжении 2 минут игра все никак не покинет зону Дальневосточного федерального округа. Не выпускают казайки, контролируют шайбу. Вот выброс только сейчас произошел. Хорошо вошли в зону атаки Казахстана. Дальний Восток. Да. Трибуны просто взорвались. Отличный был момент. Ну что, автор гола Максим Сапежников оказался в нужное время в нужном месте и в результате Смог наконец-таки распаковать ворота Игоря Доронина. Часто говорят, что счет именно 2-0. Очень скользкий. Очень неудобный для команды, которая ведет в счете. И преимущество можно растерять. И вот мы как видим, Сапежников сокращает преимущество соперника до одной шайбы. Ну, тем более, не забываем, это детский спорт. Спорт полный неожиданностей, поэтому тут и загадывать даже не стоит. Это 14-я пропущенная шайба казахской команды на этом чемпионате.
Забросили они, если с учетом уже 2 ворот от дальневосточников, то их результат 58 шайб. Ли Джи Сок записывает на свой счет результативную передачу. Ну а мы будем смотреть, как дальневосточники будут стараться забросить вторую и сравнять счет в этой встрече. Да, им нужно это делать. Нужно идти вперед. Да, интересно сейчас посмотреть, будут ли казахи играть вторым номером, играть в откат, или же мы получим игру на таких встречных курсах. Но пока отсиживаться никто не пытается. Пятером идут в атаку игроки Казахстана. Снова звено Бикеева на льду. Покинула шайба зону. Это было видно даже с нашей комментаторской позиции. Поэтому игра остановлена. Ну и на точке вбрасывания звено Андрея Круглова и Романа Ермака. Да, оживила это шайба команды. Конечно, оживила, но и трибуны. Трибуны сейчас тоже подзавелись. Гонят они ребят вперед. Шайба за воротами дальневосточников. И удается им ее вывести. Да, можно было раньше отдать, конечно, но именно такое решение принимает 69-й номер дальневосточников. Проброс теперь фиксируют со стороны игроков Казахстана. Тем временем чуть больше 4 минут остается играть нам во втором периоде командам. И пока этот период дальневосточники выигрывают со счетом 0-1. Общий же счет матча 2-1 в пользу казахов. И причем продолжают атаковать. Да, не удается. Вот, все-таки шайба вышла из зоны. И кому она достанется? Да, видно, что ребята подустали. Могло опасно получиться. Да, хороший был перевод. Мельникова выводили на бросок, но в последнюю секунду шайбу перехватили защитники. Наброс, скорее всего, на ворота. Не бросок был, и щитком фиксирует Горохов эту шайбу. На ваших экранах Бобин. Успевает снова Шарыгин шайбу тут догнать, избежать проброса, но перемудрил там. Да, и вовремя партнеры подошли, просто, видимо, друг друга не поняли. Все было чисто, по мнению судей, поэтому... Но не по мнению тренеров, которые... Да. Возмущается тренерский штаб, высказывает свое недовольствие. Это я про Дальний Восток. На ваших экранах Черезинский Александр, тренер сборной Казахстана.
Ну, на удивление, он пока спокоен. На самом деле сегодня многое будет зависеть от физического состояния дальневосточников, поскольку даже глядя на их заявку, как и накануне, у них неполные 4 звена. Поэтому по ходу матча меняют игроков, меняют звена. И фиксирует шайбу. И потасовка на льду. Конечно, интересный момент. Хочется посмотреть сейчас повторно. Шайба зафиксирована, потасовка, сдвинутые ворота. Все в одной куче. Ну, сейчас, видимо, будет судейское совещание и видеопросмотр. Да, шайба зашла. Раньше, чем были сдвинуты ворота. При этом ассистировал, так сказать, большую часть работы за игроков дальневосточника сделал защитник казахской команды. Шайбу запустил Максим Сапежников, номер 98 команда Дальневосточного федерального округа. Остается порадоваться за Максима. Это уже вторая его шайба в этом матче. Пока забивает из дальневосточников только он. Ну, мы видим, как судьи обсуждают. Да, только-только говорили о том, что Александр Березенский не волнуется. Как вторая шайба приходится в его ворота. Что же предпримут тренеры, как же продолжат они игру? Тем не менее, там, я так понимаю, идут разговоры о штрафных санкциях. Да, и у... Ко всему прочему, казахи еще остаются и в меньшинстве. За 2 минуты 24 секунды до конца периода. Да, интересное развитие событий. Сейчас, конечно, дальневосточники на таком боевом подъеме. Сделали не камбэк. Сравняли счет. Ну, конечно, трибуны поддерживают ребят очень активно. Скандируют они Дальний Восток. Да, вновь мы видим, как Казахстан навязывает борьбу вчетвером в зоне дальневосточников. Это пока у них успешно получается. Порой кажется, что в меньшинстве они лучше играют, чем в большинстве. Да, мы сегодня это видели на пропущенной шайбе. Пронь шайбой. Да, пытается все-таки обыграть соперника. Потерял клюшку нападающий. Да, конечно, завидную скорость демонстрирует Роман Ермак. Объехал буквально всех игроков защиты и вводит шайбу, убивая численное большинство соперника. Не будет проброса. Конечно, не будет. 30 секунд остается до выхода пятого полевого игрока. Пока свое меньшинство стойко работают казахи. Ничего у дальневосточников, к сожалению, пока не получается. Ларионов шайбой будет пытаться разогнать так своей команды. Вот возможность, но споткнулся и падение. Да, привез Волков шайбу в угол и завалился вместе с ней. Теперь видим контрвыпад, получится 2 в 3. Нет, не удается первым номером сыграть ребятам с Казахстана. И вот бросок. Также шайба сходит с крюка. И, пожалуй, все. Во втором периоде
борьба закончена. Ну что, все самое интересное ждет нас впереди. Счет 2-2 на табло. Третий период станет определяющим. Дальневосточники смогли вернуться в игру, поэтому сейчас небольшая пауза. Ну и потом будем дальше смотреть матч за третье место между Дальневосточным федеральным округом и Республикой Казахстан. Любители хоккея, мы вновь на Арена-Сити. Вещаем из города Южно-Сахалинска. У нас третий период бронзового финала в матче между сборными Республики Казахстан и Дальневосточным федеральным округом. Ну и можно смело сказать, что команды начинают свою борьбу с самого начала, потому что счет на табло 2-2. В первом периоде 2-0 казахи вели, но Дальний Восток смог вернуться во втором периоде в игру. И счет 2-2. И начинают команды. Шайба в зоне хабаровчан. Быстро она ее покидает и приходится на перегонки бежать. Игрокам заигрываем снарядом. Казахи в атаке. Теряют шайбу при входе в зону. Но снова ее возвращают. Очень интересно, конечно, что сказали тренеры ребятам в этом перерыве. Часто бывает, что при таком раскладе игра идет до первой заброшенной шайбы. И первый проброс третьего периода фиксируют судьи. Вбрасывание в зоне команды Казахстана. Физически, конечно, будет тяжелее дальневосточникам. Играют в 3,5 звена. Пронь пытался шайбу перевести в ворота после броска от синей линии. Но мимо. Хороший натиск сейчас хабаровчан. Дважды приходится Игорю Доронину вступать в игру. Но удается ему отразить атаку соперника. Казахстан идет вперед. Руслан Аспанов заносит шайбу в зону Дальнего Востока. Не дает шайбе выйти из зоны. И звено Бикеева на льду сейчас пытается навязать свою игру.
сопернику. Пока им это удается. Но ничего опасного. Шайба по углам площадки входит. Ну что, у нас удаление. Первое удаление в третьем периоде. На скамейку штрафников отправляется номер 67 сборной Дальневосточного федерального округа Сергей Рыжиков. Да, за удар по рукам капитан сейчас присядет на 2 минуты на скамейку штрафников. И отличный шанс выйти вперед у команды Казахстана. Рыжиков, номер 67, команда Дальневосточного федерального округа. Да, сегодня мы увидели, что у дальневосточников, ну, не клеится никак большинство. И перевод на пятак. И снова попытка атаковать. Хорошо сейчас действовали игроки обеих Вот команд. это развитие событий. Дальний Восток за подножку остаются втроем. Будут играть в формате 5 на 3. На скамейку отправляется Максим Сапежников, который сегодня отличился дублем, но, к сожалению, вот совершает такую ошибку. Да, бесспорно. Подножка была. Апеллировать судьям здесь бессмысленно. И на льду сейчас будет поистине горячо. 3 на 5. Не получается Хабаровчанам вывести шайбу из зоны. Пас под синюю линию. Не удается. Не удается Ермакову нанести бросок. И, наконец-таки, покидает снаряд зону хабаровчан. Ну, еще 1,5 минуты играть в двойном меньшинстве с дальневосточником. Без труда входят казахи в зону дальневосточников. И снова бросок. И Лонгвилл был на острие атаки. Поддерживает. Мне показалось, что штанга сейчас после ворота Горохова. Да, мы потом увидим повтор этого момента. Активно поддерживают трибуны сейчас обороняющихся. Скандирует Россия. Но не отстают казахские болельщики. Как отмечали ранее, их делегация самая многочисленная на этих играх. Пронь сейчас едва не отобрал шайбу у соперника. Вновь отбрасываются. Есть возможность у команды поменяться. Богатырев не едет на смену, ждет, пока его компаньоны поменяются, а сам остается на площадке. Да. В формате 5 на 4 продолжится эта игра. Рыжиков выходит со скамейки штрафников. Да, на пятаке видим, что игрок казахской команды один на пятаке. Второй закрывает синюю, ну и трое ведут борьбу у борта. Да, удается отбиться дальневосточникам. Ничего из этого большинства казахской команде не удалось взять. Отличный силовой прием демонстрируют дальневосточники. Устремляются тигры, так сказать, атаковать. Пытался сейчас оставить на своего партнера шайбу. Но она вот с легкостью перехвачена обороняющей стороной. И заново приходится разгонять атаку казахской команде. Такой небрежный пас. Тем не менее, партнер достал эту шайбу. Свинтальский. Вперед за ворота.
Наброс сейчас был от синей линии. Но вратарь среагировал на него, но все-таки шайба не выходит. И сейчас можно бросать. Но не делают этого, пытаются... Шапоров пытался сделать скрытый пас на Пятак. Ошибается за воротами защитник Казахстана, но партнеры помогают, и вновь они укатывают в атаку, заходят спокойно в зону. Бросок, подставлена клюшка. И это толчок в спину, конечно. Толчок на борт. Ну, теперь в меньшинстве проверят себя сборная Казахстана. Да, довольно-таки интересно начало мы с вами наблюдаем. На скамейку отбывать наказание отправился Владислав Зизевских. За атаку игрока, не владеющего шайбой, малым штрафом наказан Владислав Зизевский, номер 5, команда Казахстан. Но мы помним, что одна из шайб в ворота Дальнего Востока прилетела в тот момент, когда они находились на площадке в большинстве. Поэтому все-таки им надо будет быть поосторожнее. Бикеев играет вбрасывание, но шайбой все-таки дальневосточникам удается завладеть. Перевод за ворота на круге вбрасывания сейчас идет игра. Можно бросать. Шарыгин сейчас. Шарыгина выводили на бросок, но висел на нем игрок, поэтому тяжеловато было защитнику хабаровчан что-то предпринять. И уже Горохов что-то будет придумывать с этой шайбой. Ларионов. Чечель входит в зону. Да, такие неточные пасы, конечно, немножко замедляют атаку хабаровчан. И последующий бросок. Пытаются как доверного дальневосточники сейчас разыграть. Да. И снова поднята игра рука арбитра и свисток. Илья Ядришников сядет на скамейку за подножку. Такие моменты самые ответственные. Время. Конечно, подобные вещи недопустимы, но ребята устали, ребята вынуждены ошибаться, вынуждены нарушать. Капитан команды дальневосточников шайбой. Рыжиков сам пытался сейчас перевести на Сапежникова. Ну и еще на протяжении 40 минут игра будет в формате 4-на-4. Ну и далее чуть более минуты у Казахстана будет игра в большинстве. Приходится дальневосточникам сейчас обороняться. Лонгин шайбой замахивался от уха игрок казахской команды. Это роковое было сейчас удаление, но хотя команды играли при формате 4-на-4. Удалось все-таки. Логвин сделал все. Прошел двух защитников, положил вратаря и спокойно дальнюю левую штангу. Со стороны дальней левой штанги шайбу закатил. Не скрывает своих эмоций Всеволод. Конечно, это очень радостно команда. Как он это сделал? Вывел свою команду снова в лидеры. Да, ставил неудел защитников дальневосточной команды. Тяжело, конечно, что-то говорить об игре Горохова в этом моменте. Потому что вдвоем защитники были на пятаке, но и каким-то образом Лонгин смог их пройти. Что-то обсуждает Нурлан с главным арбитром.
10, Mark Bayanov. 7 minutes penalty for unsportsmanlike conduct. И мы видим удаление в составе сборной Казахстана. Свитальский садится на скамейку штрафников. Вот, видимо, дисциплинарно. Сейчас мы поймем, что произошло. Да, команды продолжают играть в равных составах. Сейчас выходит пятый игрок казахской команды. Team Kazakhstan full strength. Ну и минута у них на большинство. Так, новая атака казахской команды. Проходит среднюю зону. С какой легкостью они заходят в зону. Не пытаются дальневосточники их встретить. Очень близко садятся к своим воротам. Перевод на пятак. Могло быть опасно. Шапоров. И один на пятаке. Да, как же он вывел все-таки Шапоров своего партнера на бросок. И снова следует атака. И уже мимо створа. Приходится откидываться дальневосточникам. Да, удивительная вещь. Мы уже видим не в первый раз, как нападающие Казахстана остаются одни на пятаке. Команда Дальневосточного федерального округа играет в полном составе. Ермак сейчас Full strength. вошел в зону, совершил бросок, но Судьи фиксируют проброс. Пятый игрок был уже на площадке. и вбрасывание в зоне дальневосточной команды. Ну что, 10 минут 30 секунд для того, чтобы Дальнему Востоку вновь вернуться в игру. Волков и Бикеев были на точке вбрасывания. Бикеев с шайбой. Ну и снова слышим, как подгоняют дальневосточников вперед. Трибуны. Я не иду вперед. И снова был бросок. Правда, пришелся он мимо ворот. Успеет ли Богатырев закрыть зону? Не удается ему это. И выход 1 в 1. Шарыгин. Да, пытаются. Зизевских сейчас отгонял Шарыгина от своего вратаря. Ну и надо понимать, что сейчас напряжение будет с каждой секундой, с каждой минутой расти, поэтому стычки, остановки, они будут неизбежны. Мы видим на Габдуллина, на Дармена Габдуллина, который сменил Доронина Игоря. Теперь он защищает владение казахской команды. Ларионов шайбой. И снова атаки казахская сторона. И хороший сейв Горохов. Да, пожалуй, лучший сейв за сегодняшний матч. Красиво, эффектно и, самое главное, надежно. Сейчас посмотрим повтор, как Никита среагировал на этот бросок. Да, отлично, конечно, действовал и игрок атаки. В касание он шайбу переводил в район девятки. Вот она. Быстрый контрвыпад дальневосточников. Правда, не удается им зацепиться в зоне. Уже Ермак, как из пушки, стрелял по воротам. Правда, шайба прошла выше ворот. Миновали 11 минут третьего периода. Счет на табло 3-1. Впереди казахская команда. И вот Рыжиков теряет шайбу около своих ворот. Нурлан перевод на пятак. Но удается отброситься дальневосточникам. Вот, да, чистой воды удаление, 2 минуты. Ну и Казахстан вновь дает возможность дальневосточникам проявить себя в большинстве. За подножку на скамейку отправляется Артем Авдеенко.
Богат третий отрезок у нас на удаление. Нервы, несмотря на то, что хоккей у нас детский, играют пацаны по-взрослому и понимают ответственность. Горохов на Шарыгина. Снова Шарыгин с шайбой. Ларионов. Шарыгин. Ну, вот сейчас просто отбрасываются казахи, но хотя могли на Логвин эту шайбу перевести и попробовать создать очередной опасный момент в ворот Горохова. Ну и проброс фиксируют арбитры встречи. Да, опять создают себе проблемы хабаровчане. Игра переводится в их зону. Тяжело им дается все-таки большинство. Видимо, очень уж велико желание побыстрее войти в зону, попытаться бросить, забросить, и от этого случаются ошибки у ребят. Тем не менее, выбрасывание они сейчас выиграли. Это было важно для них, чтобы начать раскатывать атаку. Снова Шарыгин. Волков просит передач, но Шарыгин сам входит в зону и будет бросать. Ну, подставлял казахский игрок клюшку, поэтому шайба по воробьям, так сказать, попала. Не просто вывести шайбу, но и создать контратаку. Горохов на секунду теряет шайбу из виду, но все-таки прижимает ее ловушкой. Очередная стычка у нас на льду. И последует удаление. Да, обоюдное удаление. Оба хоккеиста сейчас отправятся отбывать двухминутное наказание. Круглов с Бикеевым сцепились и долго не хотели расходиться друг от друга. Но судьи им дадут возможности побыть, в принципе, недалеко друг от друга в боксах штрафников, где уже собралось 3 игрока казахской команды. Ну и в формате 5-4 команды продолжат эту встречу. Ларионов шайбой. Нурлан прессингует. И очередной проброс. Бронь на точке вбрасывания. Но не дается ему вбрасывание это выиграть. Ну и вот, видимо, курьезный момент. Шайба Мельникову под джерси залетела. И можно было дальше, наверное, с ней продолжать ехать и не замечать ее, и так пойти в зону. Ну, конечно, это остановка последовала в игре. Да, все это иронии. Но сейчас, я думаю, ребятам не до этого. Им надо забивать. Да, конечно, сейчас не до шуток. Особенно дальневосточникам. Проигрывают они одну шайбу за 6:40 до конца третьего периода. И Дрышников, Ларионова.
в полных составах играет команда. Очередной выход дальневосточников. И это могло обернуться голом, но вышедший на смену Габдуллин Дармен ликвидирует эту угрозу. И Пронь активно идет в атаку, обходит одного. Передача на партнера. Да, самоотверженно играют сейчас казахи. Не стесняются они ложиться, стелиться под эту шайбу. Волков. Да, отличный ход в зону. Неприятный сейчас отскок. Не оказалось партнеров на пятаке. Не успели, ребят, накатить. Шаригин на Волкова. Волков теряет эту шайбу и последовал бросок со синей линии. Но был блокирован. Богатырев сейчас поборется с 14-м номером казахской команды. Это был Аспалов. Ну, сейчас, наверное, трибуны максимальный шум создали за сегодняшний матч. Смог сохранить для своей команды шайбу игрок под номером 99. Часов и вбрасывание в зоне Казахстана. Да, был наброс. Явно с расчетом на отскок от вратаря. Ну, вратарь оказался надежным. Продолжают спортсмены выяснять отношения во время паузы. Вмешиваются судьи. И у нас 4 минуты 32 секунды до конца третьего периода. Круглов сейчас пытался бороться за шайбу. Казахи завладели. Сейчас будут организовывать свою попытку входа в зону. Ермак, Шабарова. Да, жесткая силовая борьба начинается. Бьются за каждый квадратный метр хоккеисты. Лин. Да, закрывают, конечно, казахи своих оппонентов в зону. И Ермак мог увеличивать преимущество своей команды. А возможно и поставить точку в этом матче. Да, скорее всего, еще одна шайба казахской команды была бы финальным аккордом в этом матче. Ядрышников. Богатырев не успевает. И мощный бросок. Последует ли добивание? Попадает по шайбе. Гол. Да. Да, можно похлопать этим ребятам за 3 минуты до конца. Роман Ермак, капитан сборной Казахстана, выводит свою команду вперед 4-2 за 3 минуты 10 секунд до конца третьего периода. Напрашивалась, конечно, эта шайба. Дважды она отскакивала от вратаря, скакала на пятаке и все-таки попала на крюк Ермаку, откуда он ее заряжает в сетку. 3 минуты 10 секунд. Смотрим повтор 4-й шайбы. Лонгин сейчас был активно действовал. Последовал бросок. И вот, оказался в нужном месте в нужное время. Team Kazakhstan, scored by number 18, Roman Yermak, assisted by number 12, Семен Лопин, and number 7, Александр Фокин. Да, трудно будет по такой игре
Пятая шайба влетает в ворота сборной Дальневосточного федерального округа. Ну, совсем расклеились хабаровчане. Конечно, сильно эмоционально бьют такие голы. Автор шайбы Всеволод Логвин. Всеволод Логвин, номер 12, команда Казахстан. Goal for Team Kazakhstan, scored by number 12, Всеволод Логвин. Да, пожалуй, судьба бронзы решена. Остается играть 2 минуты 39 секунд. 3 шайбы. Такое преимущество у казахской команды. Мы, конечно, неоднократно говорим о непредсказуемости этих игр. И миновал. И Горохов отводит угрозу от ворот, хотя могла влететь и 6-я шайба. Но я думаю, игроки уже понимают, к чему все это идет. Но почувствовали, как акулы чувствуют кровь, так и игроки Казахстана почувствовали этот вот приятный вкус заброшенных шайб. И все наваливается на ворот соперника, не выпуская их в свои зоны. Брандмейстеру прилетает шайба в голову. Но уже с погашенной силой полета, поэтому все с ним в порядке. Очередной сувенир теперь у спецслужб. Команда Дальневосточного федерального округа ведет 30-секундный перерыв. Тайм-аут берет сборная Дальневосточного федерального округа. Будут думать 2 минуты 6 секунд до конца. Будут думать, что изменить, возможно ли что-либо изменить. Ну и думаю, постараются сделать все, чтобы... Да, интересно, будут ли они после тайм-аута выпускать шестого полевого и к чему это все может привести. Ну, мы по ходу матча видели неоднократно, как они играют в большинстве. К сожалению, это не приносило результата для них. Поэтому, не знаю, формат 6 на 5 мы увидим или нет. Видим мы 4-ю шайбу в составе заброшенной, то есть команды Казахстана. Не смог там Горохов среагировать на все добивания. Там уже, конечно, хочется спросить защитники, где вы были. Богатырев шайбой. Ли. Круглов. Последние 2 минуты третьего периода. 2 minutes left in the third period. Да, драгоценное время уходит. 1,5 минуты до конца третьего периода и, скорее всего, матча. Шайбой Хабаровск. Снова и снова им приходится от своих ворот разгонять атаки. Но уже откидываясь, играют их соперники. Пошла последняя минута матча. Бронь с шайбой. Конечно, хочется дальневосточникам порадовать себя еще одной заброшенной шайбой, но не так все просто. Очень грамотно Казахи играет в обороне. Тем более имея такое комфортное преимущество. Ну что, очевидно, что пьедестал первых зимних международных спортивных игр «Детязи» по хоккею действительно будет международным. Напомню, что в финале сыграют Сибирь и Урал. Ну а мы наблюдаем последние 30 секунд матча за бронзу между Казахстаном и Дальним Востоком, где явным преимуществом является Дальний Восток. Казахстан. Сейчас Ларионов самостоятельно вошел в зону. Бронь переводит шайбу за ворота. И, наверное, да. На этом можно сказать все. Остается секунда
до конца встречи. Несмотря на то, что осталось хоть сколько, но играть уже игроки Казахстана празднуют свою победу, празднуют свою заработанную, честно заработанную бронзу. На ваших экранах автор четвертой шайбы, Всеволод Лонгвин. И все, звучит финальная сирена. Победа Казахстана. 5-2. Победу одержала команда Республики Казахстан. Ну что, Казахстан ликует. У Казахстана сегодня праздник спорта, праздник детского спорта. Их сборная завоевала бронзовую медаль на первых международных спортивных играх Дети Азии. Это действительно история. Ребята вписали себя уже в историю. И это достижение от них никуда не денется. Действительно, они заслужили эту победу. Провели довольно-таки уверенно матч на групповом этапе. Вчера сыграли в полуфинале. Потерпели поражение от Сибирского федерального округа. Но сегодня, тем не менее, перенастроили свою игру, провели ее более чем уверенно и завоевали бронзовые медали первых зимних игр Дети Азии, с чем их, собственно, и поздравляем. Да, все негативные, так сказать, эмоции остались позади. Ребята приветствуют друг друга, благодарят за игру. Уважаемые болельщики, церемония награждения состоится по окончании финального матча. Награждение команд состоится после финального матча. Сейчас уже команда из Казахстана может переодеваться и спокойно ожидать своих бронзовых медалей. Благодарит поддержку. Приветствую, да, Дармен Габдуллин, своих болельщиков, тех, кто поддерживал его и команду. Ну и Дальний Восток отвечает тем же, благодарит трибуны за овации, за поддержку, за помощь. Ну, не получилось у ребят. Ничего. Попробуют свои силы еще через 4 года. Ну что ж, дорогие друзья, еще раз поздравляем вас с финальным матчем за 3-е место. Казахстан взял бронзу. В 14 часов по сахалинскому времени мы будем смотреть и наблюдать за матчем за 1-е место, где встретятся Сибирь и Урал. Этот матч для вас комментировали Алексей Соколов и Николай Дончак. До встречи в финале.